Так, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бюстиквел, что-то у меня не получается ничего с Инстаграм, поэтому пришлось выйти в прямой эфир через YouTube. Надеюсь, здесь получится. Хотя насколько получится, это тоже постараемся. Алейкум ассалам. Что-то, как бы я ни старался, у меня совсем не получается зайти через Инстаграм. Так, так, сейчас. Как бы я ни пытался, что бы я ни делал, через Инстаграм не получилось у меня зайти. Будем, постараемся, по крайней мере, напрямую общаться. По крайней мере. Так, вопросы. Я не знаю, как у нас. Давно меня не было через YouTube. Не заходил, точнее, давно через YouTube, хотел сказать. Но для работы нам подходит любая платформа. Будем работать по той, что есть. Так, отвечая на вопросы здесь. Меня слышно, видно, все хорошо? Или как? У меня да, говорит. Это хорошо. Это хорошо. Так, вопросы поступают. Так. Уже 23 человека нас собрались. Надеюсь, и Брэшка зайдет сюда. Уже. То у меня что-то совсем. Ассаламу алейкум, вижу, слышу хорошо, Берс говорит. Это радует. Это радует. Да, я здесь все делаю. Все хорошо. Ну что ж, друзья, давайте бомбанем немножко. Через YouTube постараемся чуть-чуть провести. Так. По крайней мере, постараемся сделать что-нибудь, как-нибудь. Не знаю, почему в Инстаграм, вообще в WhatsApp пишут, почему Инстаграм невозможно подключиться. Вала, не знаю.
Честно сказать, у меня не так много было там возможности зайти, хотя указывают какие-то проблемы. Вроде бы все нормально. Я тоже поставил. Что поставил? Не то. Инстаграм заблокировали. Это нехорошо. Это совсем нехорошо. Так. Ну тут голос. Так, кабардинцы. Везде с VPN, без VPN работает. И с VPN, и без не работает. Не знаю, честно сказать, VPN вроде бы есть. Ну, бесплатно VPN всегда так бывает. К сожалению, чем у нас возможности. Долго мы не сможем, поскольку постольку. Постараемся максимально сделать все, что возможно. Как говорится, денег нет, но вы держитесь в вашу ситуацию. Пытаемся держаться, честно сказать. Нет, не дошло. Все, что было, 2 донейшена и Брэшка сразу вчера отправил. И мы их использовали во благо. Честно сказать, не знаю, во благо или нет, но книжку обещали. Я отправил их сразу, чтобы закупить нам еще одну книжицу. Очень хорошенькую, так сказать. Для нас, по крайней мере. Уже яйцев обслуживаем чеченцам самые. Ну, смотрите. Посмотрим, что же говорят казаки. Так, смотрите. Карнагайцы. Так. Есть об осетинах. Так.
Я не знаю, честно сказать, во сколько будет бой Артура. Ну так, господа с хорошим. Карнагайцы, положение карнагайцев, обслуживание. Хорошо, что здесь есть бот, который отправляет сразу это. Положение карнагайцев, обслуживаемых чеченцами, самое безотрадное. Еще в эпоху прошлой войны Хаким Расаев, это расскажи ингушам, которые говорят, что народ ногчи. Так, что ты говоришь? Хаким Расаев говорит, это расскажи ингушам, которые говорят, что народ ногчи, от которого ингуши произошли, что народ ногчи, что я тебе перечислил, имею в виду. Валикум ассалам. Ты это кому говоришь, Хаким Расаев, или как там тебя? Там мне ты говоришь или нет? Так, и брат Борз Шароевский сразу же задонатил, только как зашел. Видать, через YouTube зашел. Умар, красавчик, дал Сейдвел, дал Духуахуэл. Очень отрадно, что через даже YouTube есть братья, которые пытаются задонатить и помочь. Я вам хочу немножко зачитать о тех, кто жил вокруг нас, якобы которым мы платили дань и так далее и тому подобное. Ну тогда пусть ингуши послушают Шукри Дахкилев. Вы, Баулу Умаев, вы с кем разговариваете? Вы объясните мне, в чем тема-то? Фишка в чем? Конечно, я благодарен, конечно, я буду благодарить, потому что Умар Шароевский, неважно сколько, это десятки, 10, 20, 30 тысяч дается, каждый раз, когда он заходит, он всегда помогает, и поэтому для меня это особо важно, потому что для работы нужны, как говорится, для любой работы нужна поддержка. Поэтому у нас тут свои терки. Поэтому я и благодарю. Я не знаю, чем ты недоволен. Если ты не можешь никак, возможно, Умар будет единственный, кто сегодня задонатил. Потому что в основном Инстаграм, если не подключен, донейшенов почти не бывает. Поэтому не нужно здесь мне ездить по ушам и говорить что-то. Не отвлекаемся. Так, дальше. Положение карнагайцев, обслуживаемых чеченцами, самое безотрадное. Еще в эпоху прошлой войны набеги в Карнагайскую степь составляли излюбленное занятие чеченских шаек. Народ безоружный, мирный. Они не то, что казаки, которые всегда готовы дать сдачи. Ну, конечно же, как же может иначе казак написать себе любимым. Вот. Сдачи. Как робкие овцы, они только жмутся при появлении грозного гостя и отдают все безропотно. Пригнанные и запуганные хищниками-чеченцами, арендующие соседние участки под видом мирного промысла, они не только боятся жаловаться, но со страхом передают даже один на один о своей доле. Как можно, алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху, как можно убить, говорили они, пугаясь атаману отдела, который посетил их в прошлом году, прошу прощения, здесь он на старорусском написан, поэтому зачитываюсь так, иногда буду ошибаться. Году спрашивал об обстоятельствах краж и виновных. Ты уедешь, а они убьют, приедут и убьют, если узнают. Чтобы добиться, кто его грабитель, нужно было обещать карнагайцу, что чеченцы не станут преследовать. Зная наши законы, карнагайцы были уверены, что из преследования ничего не выйдет, а им все равно отомстят, если не сам вор, так его товарищ. Это, говорится, речь идет о карнагайцах непосредственно, которые проживали с нами по соседству. Это, опять же, описывает терский казак, поэтому прошу, как говорится, не думать, что
Касаемо кумыков теперь зачитаем. Кумыки, как низовые казаки, ближе всех граничат с территорией чеченцев. И они, как карнагайцы, терпят от них давно. Мне только раз пришлось проехать по территории кумыков, но и в этом единственный раз пришлось быть свидетелем следующего факта. В селении Аксай, где мы останавливались в доме почтенного кумыка, было горе. Было выкрадено 8 буйволиц, составлявших главное богатство хозяина. Сына кумыка не было дома. Он поехал их разыскивать. Дальше по дороге в Хасавюрт мы его встретили. Он сказал, озабоченный домой в сопровождении какого-то туземца. Мой знакомый разговорился. Оказалось, что сын нашел буйволиц в Баташ-юрте, а теперь ехал к отцу за выкупом. Воры требовали 70 рублей за 8 буйволиц. Цена невысокая. Я был очень возмущен и бесстыдствовал воров, и таким послаблением, еще тут мое зрение, послаблением им оказываем. И когда на возвратном пути мы опять заехали к кумыку, я стал ему высказывать. К моему огорчению, вместо почтенного кумыка мне пришлось краснеть самому. И очень много, когда в ответ он начал сыпать справедливые упреки моему правительству. Он говорил начальству за подачку тем самым ворам, в которой я его обвинял, и рассказывал про свои горемычное житье под гнетом воров, будто бы правительство, начальство, покровительствуемых. Как не выкупить, говорил кумык. Денег не дашь, буйволиц загонят. Что не найдешь, или порежут. Доказывать, кто деньги принимал. Он скажет, я тебе не знаю, свидетелем не был. Скажешь тому, кто указал буйволиц, ты знаешься с ворами, говорить нет перед один знакомым, сам кругом виноватым будешь. От этого кумыка я многое в одном вечером узнал в нашем суде и о нашей власти. Довольно сказать, что туземцы предпочитают платить разбойникам. Очень странно, что еще это 19 век, если я не ошибаюсь, да, конец 19 века, но кумыков называют туземцами, что очень странно, конечно же. Не кумыками называют, а туземцами. Предпочитают платить разбойникам, и карнагайцев туземцами называют, и кумыков туземцами. Платить разбойникам дань и оканчивать дело миром, чем обращаться к помощи русских судебных учреждений. Вызовет тебя судья, говорит кумык. Ты приедешь, вора нет. Поезжай назад, дело откладывается. Зовут тебя в другой раз. Ты рабочий человек, тебе некогда. Ярмарку надо ехать. Кумык был скотопромышленником. Дело в другом ауле. Ты не подъедь домой, отложишь. Опять вор приедет тебя оказать. Зачем не приехал? А вор грозит, убью, сожгу. Так и живут кумыки. В последнее время у них стояла особая стража на всей границе Чечни для защиты округа от чеченцев. Так. В последнее время у них стояла особая стража на всей границе Чечни для защиты округа от чеченцев. Вот что говорится, особенно тем людям, которые, ассалам, тем людям, которые говорят, и это
это уже более после падения Шамиля, после того, как не было, отношение карнагайцев, отношение к кумыкам. Дальше следующие народы, которые живут вокруг. Хивсуры и андийцы граничили с Чечней, живут вне Терской области. Хивсуры в Тифлисской губернии, андийцы в Дагестанской области. Те и другие горные пастухи, живущие в неприступных щельях. Как живется им в соседстве с чеченцем, у нас сведений нет. Но что в добрых и мирных андийцев с чеченцами дружбы никогда не было. Общеизвестно. И полудики, и хивсуры в позапрошлом году 4 чеченцев убили. Поймали на краже. Вот такое вот взаимоотношение было именно в Ютубе. Именно в Ютубе, Юкар. Сейчас эфир идет именно в Ютубе. Так вот. Вот так вот, как говорится, происходило по границе. Странные, конечно, вопросы. Дальше. Извините, сегодня у меня с Инстаграмом никак не получилось. Я пытался раз 5 или 6 раз пытался зайти. У меня никак не получалось. Поэтому сегодня пришлось вошлам. Я слышал, у Петра Первого был охранник чеченец. Это правда или нет? Я не слышал такого. Такой информации у меня нету. Думаю, что это даже недостоверно. Так, вырезки из газеты о том, что происходило у самих, о том, что у самих чеченцев и ингушей, делается, могут свидетельствовать следующие газетные вырезки, взятые случайно из одной только почты Терек, Терская ведомости и Терское эхо. В ауле Старые Атаги 23 сентября между 3 мальчиками-туземцами на почве общей ссоры произошла кровавая столкновение, ссоры началась, короче, это уже неинтересно, это там сплетни, сплетни, сплетни. Так. Так. — 1857 год. По воле главнокомандующего Дальним Кавказским корпусом объявляется чеченскому народу, что если когда-либо из чеченцев окажут сопротивление при заарестовании его посланными от меня или Наиба мюридами, то против него будет употреблено оружие, за смерть сопротивляющего посланы подвергнуты некой ответственности, как исполняющий долг службу проставленной законной власти. Вот. Сюли это обозначает пастух. Нет, Сюли это не обозначает пастух. Такого обозначения нету. Это неправда. Слушайте, я читаю, я чувствую, что здесь совсем другие интересы. Давайте я лучше буду отвечать на ваши вопросы, поскольку не вижу никакого интереса к данной тематике. Вопросы, задаем вопросы, вопросики. У нас прямо такие какие-то... Друзья, ну, у меня реально, не знаю, что с Инстаграмом. Я и так, и сяк пытаюсь всяческим образом сделать все, что могу, но он почему-то меня
никаким образом не помогает. Я вчера, что было, положил все на трафик, в надежде, что сегодня смогу а, провести. Ну, раз, вот посмотрите, буквально полчаса я пытался зайти через него, но у меня никак не получается. Что бы я ни делал, как бы я ни пытался, у меня не получилось зайти. Вот, честно, не знаю, вроде бы я не на минусе, но все равно не могу. Обычно он у меня делает, когда я не могу пополнить, он тогда утворяет вот такие вот вещи. А сейчас я не знаю, честно сказать. Я и так пытался. Вот. И еще есть хорошая новость. Мне пообещали, скоро у нас будет кодекс, который очень важен. Ногчий кодекс, а дата, в которой многие здесь, Кристинский кодекс он называется. Да, я его вам зачитаю. Башлам, можешь сказать про Ханкарское сражение. Про Ханкарское сражение мы много раз говорили и публиковали. Так, что здесь говорится еще? Я так. Башлам, кроме Вахушти, есть источники о Дзурзукете в грузинских источниках. Конечно, Вахушти вообще поздний. До Вахушти есть, если я не ошибаюсь. Э, так, Сободилов. Вот, по Халкарскому сражению, вот, что крымский хан, который шел в Дагестан на поддержку, алейкум ассалам, попросил то есть во время проезда Чечни, там сказал, чтобы ему предоставили огромное количество лошадей, ну, короче, денег, дани и красивых, когда он остановился, красивых женщин. Ну, вы знаете, это крылатое выражение. Все будет, когда нас не будет. Все поэтому, вы хотите, наверное, все посмотреть бой, давайте минут 20 и я уже выйду, тогда можете посмотреть бой. Честно сказать, я как-то насчет этого не подумал. Не знал, что э, такая ситуация. Башлам, ты читай Полякова, Расул Альдеев. Нет, у меня нету этой книги. Этой книги у меня нету. Зачем пришли на наши земли эти казаки, кто их звал брат Башлам? Их сюда направила царская власть. Башлам, есть еще время. Да, я пока еще здесь. Я понимаю, что неинтересно, но извините, просто так возможности у меня тоже ограничены. Да, один Умар, по крайней мере, я думаю, Умар в Ютубе увидел и задонатил. Или он вчерашний эфир увидел, задонатил. Умар задонатил, да. Остальные пока ничего не было. Когда что-то бывает, есть. Поражение понес крымский хан, потерял огромное количество людей, живой силы, развернулся и даже не пошел дальше на Дагестан. Это между сегодняшним Сюилькюарт и пригородом, вот через это ущелье. Воин, это, не знаю, поляков пишет, ссылаясь на Лаудаева, что ночью назывались только плоскостные чеченцы. Это правда. Это неправда. Но Лаудаев может писать все, что угодно. Опять же, поляков плоскостные зовут или горных зовут. Как можно горных называть одним именем плоскостных? Это, вы знаете, разница в том, что на Тереке живут одни чеченцы, за Терским хребтом или Сунжинским хребтом живут другие чеченцы, в горной части живут совсем другие чеченцы, нету такого. Все они являются одними чеченцами. Лаудаев никогда сам не был дальше крепости Грозная. Он никогда не был ни в землях Ичкерии, Шароя, Шатоя, Галанчужа вообще не стоит. Башлам.
Почему ученые ссылаются на Вахушти, если он не является ученым, он мог нанести? А с чего ты взял, что это именно Вахушти, что это от Вахушти они берут? Вахушти там говорил очень много и плохого, однако берут и используют именно только то, что выгодно им самим любимым. Поэтому я думаю, что это прекрасно понимают все и знают это, но все-таки пользуются. Вон, откуда у тебя такая фетва? Это я знаю, просто хотел услышать твой ответ. Ну, если ты знаешь, опять же, все источники, которые есть в той или иной мере, особенно которые хотят запачкать или заморать, или которые используют новые, непосредственно использовать какую-то негативную информацию, они сразу идут к Лаудаеву как к первоисточнику. Вот до Лаудаева, что было, не является и правда. Башлам, ты почему в документе, где описываются черкесы и кумыки, зачеркнул черкесов и написал чеченцы? Не стыдно было заниматься орством? Ну, во-первых, я ничего не зачеркивал, текст прислан был так. Это раз. Во-вторых, что касается, мне абсолютно не стыдно, и я не удалил. Это раз. Почему? Потому что черкесы, то бишь адыге, не граничили с кумыками. Не забывай. Не надо рассказывать сказки про белого бычка. Это все прекрасно знают. Земли, которые были временно в руках беков, известны, давно известны. Поэтому я не считаю ничего, поскольку у черкесов не было выхода на Каспийское море, по крайней мере. Есть, конечно, и карта черкесская, которая указывает чуть ли не всю Западный Кавказ. На ней вообще не существует ни осетин, ни карачаевцев, балкарцев, никого не существует. То есть вплоть до самого Дагестана, там выходит Дагестан, написано одна Черкесия, больше нет. Можно ли верить этим документам? Конечно же нет. Я понимаю, что кумыкам очень хочется, хотят мне дискредитировать, вот особенно такие норнийцы, как ты, которые хотят рассказать какую-то сказку. Поэтому я свое изложил. Да, есть одна ошибка, конечно. Мне нужно было перепроверить, мне нужно было посмотреть, насколько это достоверно. Но а, есть моменты, где конкретно указываются. Я даже если бы граничили бы адыги с кумыками, ничего против нету. Ничего против нету. Для меня это ничего плохого. То, что ошибочно писали, что не существует. Ну вот видите, сейчас я вам зачитал документ, в котором говорится, что кумыки, карнагайцы были самыми беспомощными на этой земле. Что касается андийцев и хевсура, они не знают, то это части восточная, юго-восточная и юго-западная часть, которыми граничили чеченцы непосредственно. А эта книга, как говорится, написана не мной. Есть такая информация, есть. Что делать с этим? И что из этого является правдой? Решать, конечно, каждому. Сам может решать, где есть правда. Поэтому вы можете проверить все мои документы, остальные тоже можете проверить. Этот сей факт я не отрицаю. Как было, так и оставил. На многих местах по-разному. Есть даже, где написано Такистан. Через Т. Такистан есть такая карта. Ну, тут ничего такого нету. Вот. По Сулаку старая территория Дагестана всегда полностью входила. Вот такая вот situation, как говорится. Башлам, это Танниц большой сказочки. Я проверил все источники цитаты, которые он выкладывал, выяснил, что они выдумывают. Ничего нет. Пускай говорят, пускай делают. Я с радостью а, могу посмотреть, могу ответить, сделать все, что Уэйн проблемец. Каждая ложь, каждая сказка, как говорится, для нас не является разоблачением проблемы. Вот. Я знаю, Башлам, я имел в виду, что время есть тебе послушать в дороге.
Ури, я не знаю, как твое имя, странно, кавказский офицер Лаудаев говорил, что, ну, не кавказский, царский офицер для начала, он до этого был разжалован, вот, и, как вы знаете, после разжалования он писал такие очень добрые, похвальные статьи про якобы свой народ. Его родственники все говорят как один, что это не материал Лаудаева, что это недостоверно. Не знаю, Аллаху алям, я не буду врать и говорить, что это так или нет. Остальное, как говорится, Башлам, кому принадлежит Моздок и Владикавказ? Моздок, сегодня ты имеешь в виду? Земли моздокские принадлежали в то время, принадлежали адыгам. Что касается Владикавказа, местности Владикавказа, в этой местности в свое время жили бок о бок представители малых кистинцев, малые кисты. В дальнейшем, я так понимаю, по соседству с овсами, осетинами. Вот. Вот кто там проживал. И плюс, ну, Владикавказ, Назрань. Смотрите, Владикавказ, Назрань, Моздок, Кизляр. Все эти внезапная крепость, все эти крепости были построены в основном против самого злейшего врага, который делал набеги, это против чеченцев. Вот. Поэтому Зауров, Хиламе, Цунцер, Юрцига. Вот такая вот ситуация. Не надо, пускай, слушайте, не надо блокировать, пускай заходят, пускай плачут, пускай люди видят, что они несут и каковы их взгляды. Если мы будем блокировать, это как-то несправедливо по отношению. Пускай говорят, и я посмотрю, что они говорят, что они рассказывают. Фантазер. Фантазера они могут найти в Русике, могут найти в Абадиеве найти. Ну, покойников оставим в покое, а остальные пускай посмотрят, кто-то что фантазирует. Мне, честно сказать, абсолютно без разницы, есть ли у них или нету. Пускай поплачут, башлам, это зомби. Да, зомби это или кто-либо. Я знаю одно. Печатать взаимоотношения, допустим, там отмечаются адыги, то есть они скидывают, типа, адыги, смотрите, вот чеченцы, они хотят против нас поставить. Но адыги прекрасно знают, кто эти шныри, и знают, кто такие чеченцы. И какие взаимоотношения были, с кем они тоже знают. Понимаете? Противоставление невозможно. Кто это дал? Это дали кумыки, эту информацию нарнийцам. Нарнийские кумыки, или кумыки нарнийские передали кумыкам, нарнийцам другого нашего западного. И они поднимают эту. А этот человек, который распространяет эту ложь, каждый день печатает всякую ересь. Я уже не говорю о чем-то остальном. Я же раз не отрицаю. Может быть, моя ошибка именно заключалась в том, что конкретно, знаете, что очень побольше бы мне вот возможности, технические возможности были бы, я бы вам показал, честно. Показал бы, появился еще один фантаст в Ютубе Албогачев. Да, я читал, это который домысливает фантастические мысли и говорит о том, что там великий гений, я как там вижу, домысливает всех остальных. Башлам, после завершения Кавказской войны российская администрация оставила территориальное устройство имамата, наибство. Почему? Ну, временно это было, все временно, для того, чтобы быстро не заменить, потому что были наибы, которые отошли и отказались от Шамиля под такими условиями, что они останутся на этих местах наибами, что будут они руководствоваться. Ну, это такая политика была, замирения Кавказа. То есть политика Ермолова не устраивала, всех, кого можно было, они уже подкупили, сделали все, что могли. Вот. Ну, вот я же сейчас вам зачитал, буквально это после уже пленения Шамиля, пленения или сдался, я не знаю. После этого факта отношение к кумыкам, карнагайцам и всем остальным там указывается. Вот. Взаимоотношения
осетин есть там с ингушами, но я это зачитывать не буду, потому что это их личная проблема, пускай сами решают между собой. Это не мое дело. Башлам, твое мнение, Сюли вернет наши земли до Каспия? Сюли никогда ничего не вернут. Все зависит от нормативно-правовых актов и от нашего народа. Барт бошса дош водохвата. Есть какое-нибудь будущее. Цахули, значит, ничего не будет. Все останется так, как есть, потому что есть всегда возможности между собой. Ссоры, дилеммы. Ури-ури, хайкал дош хилдиз, хайкал дош хилдиз. Надо быть умнее. Барт бош хилдиз. Все остальное наше будет наше, чужое нам не надо. Ой, ну у тебя явно какие-то вот крайне негативный настрой. Гребенские казаки были посланы в 720 жилища в Каспии, были уничтожены, чеченцы ушли в горы, это пишут самые русские. Да, так и есть. Да, это правда. Что есть, то есть. Адам, все, я понял, буду знать. Да, Лухуахуал. Вот. Да, еще немножко побудем, потому что пока еще здесь я, и потом уже выйду, чтобы вы могли спокойно. Завтра, я надеюсь, что завтра будет выезд. Очень надеюсь и порадуем вас немножко новыми свежими материалами с нашей горной части нашей Родины. По крайней мере, обещали мне, что да как получится, будет видно. Война не нужна, войны не будет. То, что кумыкские князья стали под крыло России, это не дает права им выдавать сказки, это памятники. Ну, Башлам, что-нибудь знаешь про то, что Тамерлан искал у турка в горах Кавказа? Нет, такой информацией не обладаю. Чего нет, того нет. Когда говорят про землю, сразу аварцы, лакцы говорят, что 2 метра хватит. Ну, 2 метра, если хватит, они могут вернуться на свои исконные земли, и никаких проблем не будет. Пускай возвращаются на свою историческую родину, то есть в горы, вглубь, откуда пришли. И никто туда из чеченцев не собирается, никогда. И не претендовал на это. Ни исторически, никак. Ну, когда приходят и рассказывают сказки, вы нам платили, там, это наши земли были. Странно, что хорошие земли, великолепные земли отдали чеченцам, а сами жили там на тех землях, которые не назовешь, честно сказать, хорошими. Два метра это тупо отговорка, честно сказать. Не знаю. Что ты имел в виду, что нет технической возможности Павла Умаева? Павла Умаев, да, это свои какие-то моменты. Я все через телефон делаю, и я не знаю, просто-напросто вышибает то связь, то свой век вот отживает через планшет. Тут сейчас пытаюсь как-то тоже чуть-чуть наладить это дело с планшетом. Посмотрим.
Наиб Хаджи Мурат герой. Для кого? Хаджи Мурат, взаимоотношения Хаджи Мурада с нашим народом было великолепно. И для нас он, значит, герой. Не знаю, как для других. Все, кто был в хороших отношениях с нашим народом, мы всегда относились хорошо. Я не знаю, что да как у других, но у нас это всегда было так. Даже подлых людей мы прощали и называли братьями. Я не знаю, правильно ли это, насколько это правильно, доброта. Ну, по исламу, наверное, это все-таки правильно, честно сказать. А так, не могу сказать однозначно. По исламу это правильно. Я знаю. Ну, вроде бы сейчас Меликов договорился о том, чтобы вернули череп ему. Есть такая информация. Башлам в одиночку. Разбах без... Авалат, Башлам. У тебя есть информация про противостояние чеченцев с калмыками? Я уже много раз ее публиковал. Что вам еще нужно? И про калмыков, и про нападения, и как чеченцы взяли родственника калмыкского хана, или сыном был вроде бы. В честь Гази Мухаммада раньше давали на Гайз Мухаммада. Гази Мухаммада, Гамзат Бека уважали всегда героев, которые были мужественные. Честно сказать, и я не удивляюсь, если давали имя Тамерлан, Чингисхан, Батухан, Гирихан, Бекхан, вот, Эмалхан. Вот такие имена же давали тоже, хотя они не присущи для нашего народа, они не наши. Теперь говорят, что чеченцы из Ауха им дали земли из Хасавюрда. Это правда, Башлам, или это придуманная лакция? Это придуманное все. Ауховцам никто никаких земель не давал. Ауховцы живут на своей исконной земле. А остальные, кто пришел на эти земли, сына сказали не переслать границу до этого с помощью Российской империи нападения. Алхаз дальше, что главное. Башлам, у вас есть своя родовая башня, где она находится? Я бы хотел посетить. Blackout. У меня есть родовая башня, у нас есть родовое село и у нас есть гора. Ты приезжай, я знаю, ты хороший такой нарниец, который пытаешься апеллировать какими-то сказочными императивами, но ты приезжай, я тебе повезу, я тебе покажу. И село, и гору, и башню, все покажу. За проблема. Или ты думал, что нету? Есть. Понимаешь? Баграт, не знаю, что у тебя. Ага, у нас тоже есть Баграт. Сейк Бомя, Поэтому есть все. Ты не поверишь. И даже больше. Ну, просто меня это так воодушевило прямо, знаешь. Гургал Очаков, Инцат Тамбя, Шуво, да, Уба, Бой Шуба. Башлам, этот нарнеец выкладывает свои фейковые источники, я его пойму. Да я не обращаю внимания, я уже устал, честно сказать. Будем дальше разоблачать, пускай дальше. Зачем ты мне нужен? Я в одиночку хочу побывать в вашем родном селе и глянуть на башню. Блэкаут, ты в нокауте. Блэкаут, зачем ты мне нужен? Ты понимаешь, рабам мы не позволяем по своим родовым селам гулять, родовые башни разглядывать. Там могут быть только достойные сыны нашего Новчи народа. А ты кто? Кто ты? Воин, в кавычках.
Тебе не знает, кто ты, ни имени, ничего нету, понимаешь? А с безродными у нас нету никакого взаимоотношения. Напиши свое имя, фамилия, я такой-то, с такого-то рода. Вот. Ты можешь приехать, ты просто не представляешь, сколько башен, гор и сел родовых есть у нашего народа. Хоть мы и небольшая республика, но у нас все есть. Альхамдулилля. Дейл гаятам Богу. За это огромная благодарность нашим предкам, которых мы любим, чтим. Вот. Так что, честно сказать, я абсолютно, говорят, про Хампашу Нурдилова на НТВ 29-го будут сериал. Ждем. Так. Ну да, еще 9 минут побудем вместе и на этом закончим. Я помню, в один период были некоторые норнейцы, которые говорили о том, что диплома нету, что мне там за все это платят, но это могут обломиться конкретно. Я знаю, что Чечня есть, что есть в Чечне есть башни, но меня больше тянет именно к башне твоего типа. Не нужно тянуть. Я нормальной ориентации. К мужчинам мне вообще не тянет, понимаешь? У нас только нормальные, здоровые, кавказские взаимоотношения. Про чеченские башни ты ни черта не знаешь. Нохчи башни, они великолепные, красивые. Вот. Я знаю, что в Чечне есть башни. Если бы знал, не задавал бы тупого вопроса. Поэтому он двойной агент Умаба Ахар, Запада. Сой, двойной агент. Чей агент, только двойной? Любойник, вы любойник. Хавай еще шелся лучше. Мне пока никто ничего не платил. Тот, кто платит, здесь есть ссылка, можете отправить и проявить свою щедрость. А другого ничего мне никто не платил. По крайней мере, я не видел. Башлам. Он думает, что башни Эшпатовой построены души. Мегарду. Эх, Йохарев Бабай. Муха Ковчег у вас находится правильно, на каком селе можете ответить, Башлам. Нету такой информации достоверно, что Ковчег находится в Чечне. Я такого никогда не говорил. Есть предположение, что есть Ковчег. Вот это... Кто-нибудь сможет ответить, в каком селе находится родовая башня Башлама? Ой, дебил, господи. Маудалу хавам, я Аллах дейр. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, вайц қиетар хазвоших пайд үеч историю хилиезар. Хилиезар, хошмиезар, их рождаем двигатель, что пускай и дальше плачет. Да там осталось совсем немного, 5 минут. После этого мне нужно уже, я выйду. Час в эфире мы побудем и все. Дальше уже как бы возможности ограничены у нас. Поскольку выезд, да, завтра будет выезд. Ну, экспедицию подготовили, посмотрим, завтра получится, как получится. В какую часть говорить не будем.
Как приедем, заснимем, покажем, да, поймете все. Вот, к сожалению. Завтра эфир, может быть, если у меня силы останутся после горной поездки, возможно, будет. Конечно. Никаких проблем нету. Могу показать. И карточки, и паспорт, и любые права. Башлам, как думаешь, почему название Галга в разных храмах источниках не как источник переведенный, как житель Башна, как щитоносцы? Честно сказать, я не слышал вот эту тему про Галга, что якобы они жители Башен. Это все-таки, мне кажется, это уже в последнее время выдуманная тема. А так это просто-напросто название тейпа, не больше. Насколько я знаю, что жители башен и так далее, все остальное, это вот позднее. Это то же самое из рода того, что якобы Чечен Аул назвали в честь там селения Чечен. Вот. Из этого рода. Но если правда это, значит и правда и то. Ну, то и другое, я не считаю, что это правда. Что касается Чеча или Чача, не та Чача, которую вы говорите, я думаю, что там немножко иное. Ну, мы до сих пор сталкиваемся с этим. Поэтому Дикник Хэрдо. Шаройский район, да, конечно же, Шаройский район будет еще краше, чем был когда-либо. И Шаройский, много нового будет, вы увидите обязательно. Не переживайте, реально будет круто. Цундера. Все интересно еще впереди. Кто бы что ни говорил, свое Башлан забыл. ДРСЛ, не знаю, выгнали, но 1800 там жили осетины. Эфир не сохраняется. Эфир не сохраняется. Я не знаю, сохранится, наверное. Кто-нибудь, помогите, пожалуйста, этому. Это даже не Blackout, он даже там с ошибкой. Карл Кох во время путешествия по Кавказу упоминает Галгай, потому в скобках пишет, что... Не знаю, честно, меня даже не интересует, что там, Кох, не Кох. Это их личное дело, честно сказать. Их самоназвание, причисление, думаю, прекрасно рассказал Муса Зурабов и остальные у них, все, кто был. Мне это дела нету, как их переводится или что. Вот, допустим, Баулуай, вот это жители башен. Ой, Баулуай Олцарах, вот это прямой перевод жители башен. А остальные названия, то, что якобы подразумевается, возможно, может быть такое, это все предположение и не более. А предположение это самая большая ошибка для каждого представителя. Не надо писать шестерка, не шестерка, такие вещи не рассказывать, делать что-то. Мне это не интересно. Если у вас есть что-то по истории, давайте по истории поговорим. Но остальное, честно сказать, мне вот это немножко не нравится, честно сказать. Не знаю, как там его или что там его зовут.
Сабарбац. Бауло Умхайл, Башлам, что этот чат, Башлам, этот чат, не понял я вопроса, этот чат что? Джамбулат Умаров привез книгу из Тбилиси с сознанием общественности. Может, покажет? Давид. Башлам четко и правильно сказал про Баулой. Ну да, есть такое дело. Прямой перевод Баулой, допустим. Это жители башен. Есть такой тейп. И считаются одними из самых лучших строителей Баулой. Ну, не всякого сомнения. И строителями считаются они. Есть Балуай, есть Баулой. Поэтому ничего такого сверхъестественного я в этом не вижу. Честно сказать. Ну, попытка не пытка. Надо же попробовать. Ладно, наверное, на этом мы закончим эфир. Жри, Шбях Мобил. Только час получилось у нас побывать вместе. Мы, как говорится, бау, юлуайл, люди. Башлам, что скажешь, что в Италию Сайдаев говорил, что Италия имеет прямое отношение к чеченцам? Ну, что я могу тебе сказать? Сайдаева я не знаю. Наверное, такой же болтун и балабол, как и ты. Я не знаю, кто это сказал там, или что там сказали. Мы новчи, мы не итальянцы. Есть разные версии о том, что с Кавказа появились все люди, распространились отсюда. Не та версия, где вы там ковчег осел в Назране, вам 50 тысяч лет. Нет, это не та версия. Вообще реально, что с Кавказа народ разошелся. Если по сути верить нашей религии, и мы являемся прямыми, иншаллах, потомками пророка Нуха, алейхиссалам. Поэтому сейчас нету. Поэтому многие вещи можно говорить, рассказывать, версии выдвигать. Сказки рассказывать тоже можно. Вы же без устали рассказываете. Ну, я буду опровергать все, что касается нас. Италия итальянцам принадлежит. Какие-то отношения родственные. Ну, это то же самое сказать, что все хурицкие Сайдаев — это Асламбек на канале Клуб Российский. Я не знаю Сайда. Асламбека я знаю, что там говорить. Есть такой персонаж Асламбек Сайдаев. Он говорил, что Италия — это чеченский. Если ты говоришь про Асламбека и задаешь вопрос мне, я не знаю, не общался. Асламбек хороший мужик со своими взглядами на жизнь. Ну, такой, знаешь, не ученый, но исследователь. Наверное, у него есть какие-то информации, которые у меня нету. Поэтому и я такого не говорил, спроси у Асламбека. Башлам, никогда за всю историю между чеченцами и русскими не было войны, вражды, пока русские не попадали под власть влияния Западной католической объединенной империи. Что-то новое, не сказал бы. Так ты же его только что... И я сказал, Асламбек такой же балабол, как и ты. Сайдаев, если там, я не знаю, честно сказать, кто именно. Вот сейчас ты сказал Асламбек. Асламбека я знаю. У него есть такие интересные моменты, конечно. Его взгляды — это его взгляды. Мне объяснили, кто такой Асламбек. Я сказал, про Асламбека не могу ничего сказать плохого, просто у него такие своеобразные
интересные моменты. Хороший человек, да, Аллаху ахваль, да, лукшаваль. Без таких людей тоже нельзя. Исследует, пытается, работает. Но ни больше, ни меньше. Ладно, друзья, я не знаю, наверное, если завтра у меня не получится с Инстаграм, мы опять же, а, возможно, я зайду с Ютуба, возможно, а, если получится, а, завтра пообщаемся, увидимся. Бегни херду да иншалла рахман. Надеюсь, завтра порадовать вас новыми материалами, если получится, да. Если нет, а, значит, у нас будет просто очередной эфир. В воскресенье на родном языке мы будем рассказывать Марал Юцаревой, Вайнейна Мата, Нохчу Мата, Валикум Ассалам, Цутяха, Вай Тяхки Ваш, Дюцердукай. Башлам Бахчек Лондов, Солодушу. Сонис Эрвуч Хайна, Хаттер Штатур, остаться не вариант. Джек Лондонский, Сахты Беда Церса, к сожалению, это уж свой. У меня все, как говорится, временной. И Умар Сияйтер Бандоша, он прислал донейшн, и я смог за счет этого, как говорится, не как это сказки смотрят. Да мне наплевать, что там Сюили, не Сюили, Блэк ответь, как ингуши говорят, что надо. Так, вроде вопросы. Да, здесь очень много вопросов, в принципе, неплохо. ДРС, к сожалению, просто-напросто все. Эли Воин, я не знал до этого, что нужно было купить Wi-Fi, нужно было покупать оплачивать все это. Гинсвей, Эли и не потянул. Сколько донатов на сегодня насобирал. Blackout. С условием твоих психических отклонений удовлетворить тебя ответом я могу, в принципе, никаких проблем нету. Понимаешь, донат мне прислал один человек, я ничего не собрал, он сам зашел и задонатил. Все, небольшая сумма, тебе плакать не нужно, кошмары тебе сниться не нужны. Ты можешь пойти, обнять Русика, у Русика за Усика, вместе с ним обсуждать его финансовую поддержку, оказывать ему поддержку. Я понимаю, что у тебя там разрывается пердак, что у тебя явно проблемы. Ты не плачь, понимаешь? Ну, что тебе, я не знаю, может тебе отдать, переслать вот эту donation там, Аялх Маялх, Самагатти, Нохчи Кидабехек бу иншалла Рахман. Вагдалуш Тегдиду. Так, всем остальным огромная благодарность за лайки, за вопросы. Хаусардуем, может быть, здесь зайдем, через YouTube зайдем, может, не знаю, как получится у меня. Ой, это Хиллари Тейр, Хаусардуем, диктуй, да, Аллах, вежли. Что в последнее время тажимот, пока Агунш баш держать Яшуа оборону, но скоро, чего, да, дикнинга, кел, новых, очень интересные материалы будут, и публикации будут, и про осетин тоже, кстати, будут. В принципе, неплохой ролики про осетин и все остальное. Башлам, брат, Бах, Джек Лондонский. Я не знаю, честно сказать, не знаю. Раньше Заур и еще наши два брата Адыга были. Нравится, не нравится, терпи, наша красавица, наш Blackout. Вот такая вот ситуация. Джек Лондонский. И
я суммы не называю, Джек Лондонский. Кто бы что ни был, кто бы не отправил, сколько бы не отправил, а, начиная от 10 рублей и там выше, кто может по своей возможности. Я никому не ставлю определенную сумму, Джек Лондонский. Да, это больше, дал кто, а на это мы уже пытаемся там что-то закупить, что-то сделать. Поэтому в последнее время чуть-чуть, конечно, у нас есть небольшие напряги, но есть брат Умару, Муаммаду. а, Вот как раз, видишь, помочь каналу, где написана карта. Вот по этой номеру карты обычно кто может отправляет. Я, если эти люди хотят, называю, что вот брат задонатил, Оля. А так мы ни у кого ничего не выпрашиваем. В Ютубе или завтра будет, я не знаю. Но я подключаю через Инстаграм, потому что в Инстаграме обычно есть братья, которые там все время стоит. э, Есть определенное количество людей, которые пытаются там каким-то образом нас поддержать вопросами. Просто есть определенное количество людей, которые в Ютубе, есть которые в Инстаграме, есть которые в Фейсбуке. Когда я подключаюсь через Инстаграм, у нас автоматически подключается и Ютуб, и Фейсбук, и все три социальные сети у нас действуют. Кстати, надеюсь, сегодняшние посты вам понравились. Всего лишь 3 поста было, да? Ага. Дальше еще будет круче и больше. Просто есть определенные моменты, нюансы. Я жду там одного Бекхан Буша, Заур Буша. Есть несколько братьев, которые сказали, постараются найти нам немножко э, поддержку. Не знаю, получится, не получится, я не знаю. Вот. А остальное, все, что доходит Ваха, наш брат из Вены помог Вахе, ДРС Хилда, Вахуайле. Вот какие-то небольшие. У чеченцев всегда было самое дорогое богатство. Это черная земля, которая не была в горах. Благодаря чеченцам, благодаря... Гроза Кавказа, сообщение удалено, аля, чер. Гроза Кавказа, хавяла, губахцу, хажар ворсо. Дорогое богатство – это черная земля. Благодаря чеченцам мы опорно имели возможность спускаться на равнинные земли. Да, Башлам и Илли, как есть, очень понравилось. Не понял я Башлам. Илли что там? И Илли, как есть, очень понравилось. Вежри, я, честно сказать, не пытаюсь что-либо менять. Аллах, не пытаюсь максимально, как есть, оставить все, что есть, что песню. Он сам удалил это сообщение, мы не сможем открыть. Понятно. Но я не знаю, Ибраим, если вдруг это мы делаем, Маколиш, если человек прямо не матерится, не надо блокировать его. Пускай люди видят, какие сказочники, как они врут. Эти вещи все должны видеть. Понимаешь, когда мы рассказываем, что есть такое-то, такое-то, многие люди думают, что это от себя. Я же поэтому оставляю особенно название аккаунта, чтобы этот человек видел, как говорится, увидел и услышали, сами могли наглядно посмотреть, что это не от нас. Вот. Гроза, войны губа. Хорошо тогда, главное, чтобы было. Я не знаю, Визри, у меня нету, я не смотрю. Так, тез қалай, ол штайп дуй, ол штайп. И Маулат Ахьядович задонатил, второй человек. Маулат Ахьядович дал духу ахуайл, дал сейдуайл. Бог десник эзершка соду летел. У нас, как говорится, каждая рупия на счету. Сейчас у этого блэкаута будет разрыв сердца. Он так сильно переживал за то, что сколько мне же задонатили. 2 человека задонатили у него, наверное. Кстати, блэкаут, ты можешь пойти к Артему и там считать деньги. Зачем? Или к Русику пойди, у него считай. Этот злой грузин, злой Изя уже все там. Больше ему помогать не вариант, конечно, он уже все, что мог сделать, сделал. Так что есть Русик, Артемка, можешь у них спрашивать, помогать там, отправлять им. То, что кто-то там, 1 или 2 брата меня помогает, из-за этого у меня
В принципе, не нужно переживать. Сейчас я хочу... Ну, смотри, книги, все, что мне помогли. О, ты шо. Смотри, видишь, вот книги достаточно у меня. Книг, и все они по истории. В основном и про оружие, и про башни. Все. Не скажу, что есть все прямо, но многие из этих вещей, в том числе и, ну вот смотри, и книги есть, и карты есть. Все это благодаря поддержке наших братьев. Я просто-напросто... У нас при зачитывании книги у многих начинается Кондратий, там не любят они книги, с книгами дружить не хотят. Вот. А книги, карта, все, ну вот я же говорю, зачитать, вот когда начинают говорить, якобы там вы нам платили дань. Вот смотрите, человек целый, его назвали академиком, там туда-сюда назвали, профессор. Ну, пришел и говорит, вы нам должны заплатить дань, говорит, за то, что эти наши земли. Но он сам, я понял, это душевно больной человек, кажется, вроде бы, да, имя называть не буду его. Ну вот, смотрите, есть книга, которую написал Ткачев еще в 1901 году, кажется, да, эта книга. 1911 год. В этой книге Ткачев труды Терского общества любителей казачьей страны и все остальное. Возражать-то к терским казакам никак не вариант, потому что они с ними бок о бок, и они знают все, что происходило. И какое отношение было к кумыкам, какое к карнагайцам, как они относились к этой власти. Все же это есть, понимаете? Все это есть, и я не знаю, насколько это вам нравится, не нравится. А, и, кажется, сейчас еще один донат. Так, этот донат. Так. С таким. Ассалам алейкум, башлам, братва, дишни. Дишнинский волк задонатил, Дишни дал Сейдуэл, дал Дукуахуэл. И Мулат Ахьядович задонатил. 3 человека, которые задонатили сегодня. Поэтому дал Сейдуэл, был Диснег Эзерка Судортил. Хотел быстро выйти, но не ответив, не могу, пока отвечать буду на вопросы, а то, чтобы люди не говорили. Вот этот ковчег, который копает Марат Макажо, оно в древности называлось Пейхмара Палбухины Саверкети Хорш Палатин Хурдхинч Хавелшким. Я не могу сказать, что это именно. Я за тебя переживаю, ведь ты так стараешься, ты весь спотел прямо. Я клянусь именем Всевышнего Аллаха, что у меня ничего, ни один волос на бороде, ни бровях, ни голова не спотел. Если бы я бы спотел от слов раба, я бы себя не считал бы за мужчину, понимаешь? Поэтому вот эти пустые разговоры мне не интересны, понимаешь? Ты просто-напросто раб. Почему, я объясню тебе? Твое мышление рабское. У тебя комплекс неполноценности. Реально комплекс неполноценности. Я не знаю, какой ты национальности. Я знаю, что ты норнеец. Я знаю, что ты сказочник. Ты обсуждаешь мой внешний вид. Ты обсуждаешь мое финансовое отношение. И все остальное. Мне приятно, что такие балаболы, матуах, что такие балаболы приходят и дают моим братьям, истинным ногчи, и всем нашим соседям показывают вашу слабость. Ваша слабость заключается, что вы не можете аргументированно вести какой-либо диалог. Вы болтаете, вы понты гоняете, воздух гоняете, но не больше. Поэтому посмотрите, есть ли что-нибудь у меня вспотевшее? Нету. Альхамдулилля, нету. А если я там что-то благодарю и говорю, все. Адам Сязин Камялдас донат в дороге Бах Адам. Пока обстоятельства по работе. Не понял я. Да не реагирую, я не реагирую. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум салам ва рахматуллахи. Ваша какая тема, я только включил, брат. Ну, блин, ты когда я ухожу как раз. Башлам, нордийцы, они всегда были рабами. Аллаху алейкум ассалам. Слушайте, я его не причисляю, я ему национальность окраски не даю. Это человек сам,
у него рабское мышление, комплекс неполноценности. Вот это вот есть такие люди, которые, ну, что ты с них возьмешь? Они ничем... На каком канале должен был быть Артур, скажите, чтобы, если что, давайте сейчас на всякий пожарный. Я не могу повернуть, кстати, туда на телевизор. Почему? Потому что могут заблокировать волейбол, чемпионат. На Матч ТВ нет, а здесь футбол идет. Не понял. Netflix, нет, Netflix у меня нету. Netflix у меня нету. Я думал, что все на матч через ТЗ волейбол запылили. На Матч ТВ нету. Валикум Netflix. Солнца, так, я не могу. Ассаламу алейкум. Валикум ассалам. Здесь нету, я не могу тогда сказать вам. Я думал, может, есть этот канал. Но, к сожалению, нету. Вот так вот. Так, какие еще вопросы? Они понтуются, рассказывают свою псевдоисторию только перед... Да пускай рассказывают, делают все, что хотят. Я максимально буду делать только то, что касается нашей истории. Остальное меня не волнует, честно сказать. Так, подождите. Здесь вопрос пришел к нам. Нет. Нет. Дальше смотрим здесь, что у нас. Так, не надо, это не то. Так, прислали, как вышло. Ага. Честно сказать. Ваша мелодия Назым Дикиац вообще как-то тянет, очень сильно тянет. Нехорошее что-нибудь такое патриотическое там надо ставить на такой ролик. Мелодию поменяй, а так сам ролик неплохой. Башлам, я видел фейковые карты у тебя на канале от сказочника. Что нельзя выяснить, откуда ноги, руки растут? Откуда? Я это пытаюсь показать, что это ложь, а остальное уже не от меня зависит. Башлам, как же я хотел, чтобы ты увидел, что он выкладывает. Ты просто от смеха упадешь. Честно сказать, я не хочу видеть ваше. Честно, я и есть не присылаю такие вещи, ты просто не представляешь. Начиная от песен, горшки, кувшины, чего только не присылают мне. Я просто-напросто всем им давая там, или хэз это так наше, это опровергать даже вот на самом деле. Это в основном минкультуровские вещи, а не минкультовские. Но там тоже сейчас разработали, уже нельзя будет, как говорится, выдавать некоторые моменты, нюансы есть. Они будут разбираться по песням, по остальным. Мне важна история, мне важны границы, мне важны тейпы. То есть не трогайте наши тейпы, не трогайте наши границы, не трогайте там нашу историю. Все. Общее название было, вне всякого сомнения, были и кисты названия общие, потому что малые кисты, хоть небольшое количество, но они проживают в нынешней Ингушетии. Большинство кисты-кистинцами называли ногчи народ, это вне всякого сомнения. А остальное, как говорится, язык без костей. Говорить, конечно, можно все что угодно. Мы пытаемся изменить, будем делать все, чтобы изменить в лучшую сторону. Я, по крайней мере, надеюсь на это. И взаимоотношения, на здоровые взаимоотношения тоже есть. Башлан, знал бы ты, как Пукан рвет, у многих уже работает изучение стран, Аллах дал этому. Саймон Дерес Хилл, я знаю, я вижу, потому что прямо в прямом эфире ко мне пришли, вы видели все это.
зашли прямо в прямой эфир, просили и продавать, и уже не в первый раз просят продать канал, причем не за малые деньги, даже э, очень хорошие суммы в данной ситуации. Но я не за деньги работаю и не пытаюсь на этом сделать бизнес. А, Бой Артура перенесли, говорит. Вот. Почему? Потому что э, как человеку, возможно, это все мне и нужно было для решения каких-то вопросов. Но как патриот своей родины, мое отношение и любовь к моей родине, вот мое внутреннее отношение к своей родине, оно намного сильнее. Э, Это не говорит о том, что есть какие-то мирские вещи, которые, как и всем достойным ночи, хотелось бы, конечно, хочется и... Ну, к сожалению, красивую закажи, пошла на кавказскую тематику за наш счет. Картину красивую закажи, пошла на кавказскую тематику. Ваша, ты знаешь, мне многие люди говорили, можешь заказать истанг с нашей картой, то есть это картины, истанги, эти вещи, они очень дорогие, братья, сестры. Я не могу вас обременять такими, потому что говорить все говорят, давай поддержим, давайте поможем, но после того, как я закажу, к сожалению, я не хочу выглядеть, не хочу выглядеть так, чтобы не сдержать свое слово. Многие говорили многие вещи за это время, я никого не упрекаю за это, но, к сожалению, в связи с, может быть, с какими-то проблемами, просто-напросто люди говорили, но исчезали. Мы с Ибряшкой вот договаривались, тоже хотели вроде бы по Истангу договориться, не получилось у нас. Вот. По картине, картину можно заказать, картина, и опять же, картина тоже должна быть качественная. Даже карты, которые есть, распечатать в большом формате, то, что я на столе вы у меня увидели, даже ее очень трудно заказать. Так, единственная причина ненависти и обливания грязью — это просто твое желание быть чеченцем и знать свою историю, быть. Друзья, у нас еще где-то под 200-300 карт, на которых есть только Чечня. Это не мои карты, это карты непосредственно иностранных, российских, разных картографов. Это раз. Сотни и сотни видео есть. Я просто физически не успеваю. Понимаете? Физически не успеваю. Поэтому потерпите. Я публикую многие тейпы. Вы свои тейпы, тот, кто не знает про вашу тейповую информацию, опубликую. Шарик Хирдушу, просто дайте мне чуть-чуть. Я потихоньку вот технические свои возможности пытаюсь как-то устаканить, сделать. Очень интересно будет, и вы не пожалеете, что подписались на наш канал. Башлам, скажи, есть ли точное происхождение Чечении? Я слышал два варианта. Происхождение Чечении, удачи тебе, брат. Саймон Тересхейл. Единственная ненависть и обливание грязи — это то, что давнейцы не оказались. Ну, что касается остального, да, ага, если у вас есть какие-то вопросы, если есть какие-то сказать, вы обязательно пишите Ибраиму, Ибраим вам ДРСЛ, Ибраим вас направит. Проекты есть, проекты с адыгами есть у нас хорошие проекты, с грузинами у нас есть хорошие проекты, по истории, я говорю, не забывайте. С нагайцами у нас есть хорошие проекты, все будет, только чуть-чуть потерпите. К сожалению, реально, к сожалению, я сам, в основном сейчас я остался один, ну, вот в редких случаях только Ибряшка и еще пару человек, которые со мной. Вот.
Ибраим знает почти что обо всех своих. Я что-нибудь, когда нужно, сразу Ибраим. Ара хажансига меча карурир тешь. Йорах харярит еш кечана через интернет. У него доступа больше. У меня два телефона, и они, как говорится, не всегда получают. Башлам, скажи, есть ли точное происхождение Чечни? Я это сказал. Единственная ненависть. Так, удачи тебе, брат ДРСХЛ. Правда и только правда в любом случае. Только правда, иншалла. Да. Я прошу прощения, опять же, если где-то в какой-то области получилось так, как произошло недавно, я знаю, что под лупой и Ромки, и Галара, и там, и Сюли наблюдают вот эти три народа, как минимум, которые вот конкретно не нравится моя деятельность, они под лупой разглядывают все, что я пишу, я это знал и так. Но иногда приходит много информации, район башам интересно. Я если вижу что-то интересное, раз публикую. Заменили они слово. Я официально сказал, что есть вещи, которые я заменяю. Где чеченцы написано, я пишу Нохчи, там, или Дзурзук, или Хурит, и Баковой. Это мое авторское право и авторская правка. А это я сказал еще с 2018 года. В остальных случаях я проверяю, и недостоверные я не публикую, да, мула, я не буду публиковать. Ищ ситуацию, ищу, если я где-то ошибся или вы увидели ошибку, сразу сообщайте мне. Я дам ее, удалю, я удаляю. Если карта фейк, если на книге написано иначе, я удаляю. Но только этот случай я не удалил специально. Башлам, что можешь сказать про Акбулат Юрт? Что можно сказать про Акбулат Юрт? Могу сказать, что Нохчи школьную, Нохчи Бехшу, Дикник Херду, иншалла рахман. Вот. Что такое? Информации про село само у меня, к сожалению, так, насколько я не могу, мне нужно время, чтобы собрать. Конечно, был чеченским Саймон. Был. Щеку я отсюда. Ну да, ага, если у тебя есть информация, еще раз, все вы знаете мой Инстаграм. Скидывайте в Инстаграм информацию, я буду проверять, перепроверять и публиковать ее, иншалла. Все, что касается нашего народа и нашей истории, или взаимоотношения нас там, допустим, с адыгами, с кем у нас там были взаимоотношения какие-либо, если присылайте в директ, или у многих есть мой ватсаповский номер, WhatsApp, вы можете сразу же отправить. Или ибряшки отправьте, ибраям переправит ко мне. Особенно те ногчи, которые живут в Европе. Вот. И в Телеграме есть чат-бот у нас, Телеграм. Подписывайтесь все в Телеграм обязательно. Там можно... это горно не это и пацантру. Абсолютно верно. Я изговорил. Тезен халхоя олцана гардала нихи валаха от цуантру это и пахдуис. Я это не говорил, что это не так. Вот, и еще я вам спрошу, в Телеграме есть все наши тексты, есть наши видео, подпишитесь, там есть чат, где мы общаемся и выкладываем свои разговоры. Подписывайтесь в Телеграм-чат, у нас есть Facebook, подписывайтесь на Facebook канал Башлам Чимаев, у нас есть ВК мне пишут наши братья, особенно молодежь, девушки, парни, ВК страница Башлам Чимаев. В Твиттере есть у нас канал Башлам Чимаев. В Инстаграме два канала. Один открытый, один закрытый. Башлам Лайв, как название нашего YouTube канала. И Башлам.39. Это открытый доступ для всех Инстаграм каналов. Также у нас есть страница на Рутубе. Российский YouTube, так называемый. На всякий пожарный мы его с Ибряшкой тоже сделали. У нас есть сайт 3W, там, это тоже Ибраим скидывал. Так что подписывайтесь, везде лайкайте, смотрите. Если хотите, вы отправляйте туда информацию. Везде, где живут наши ногчи, важное про наш народ, все скидывайте, да, всем огромная благодарность трем братьям, которые задонатили, дал духдах дуэл, дал сей дуэл, дал сау дуэл, дал мы его направим в нужном русле. Мелкезик дала духдала. Ой, Зайня Аду, если что, пишите.
отвечу. Ибраим, инс асвытидич сохранить, ася езя хуегелурюер сохранить. Или мне надо его сохранить? И сдам, ага, все, хорошо тогда, я сохраню, если что нужно, сам подкорректируешь, там, главное, в начале, там, вот это то, что вырезка бывает, это не стайласа, да не сирка, хажар. Масер Адикел, Бюзде Калеоил, с вами был ваш брат Башлам. Готовьте вопросы, мне в Ютубе понравилось, очень пишите много, хорошо, и мне приятно с вами как бы сразу отвечать на ваши вопросы. А за норвежцев не переживайте, они как плакали, пусть плачут дальше. Мы за правду, мы за свою историю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.